Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Прямое авиасообщение с Москвой возобновили в республике. На маршруте действуют субсидированные тарифы. С 16 октября повысятся тарифы на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Повышение будет связано с закрытием навигации и осложнением обстановки на реке. Время сезонного острого вопроса для якутян. В этом году в Якутске будет введено 10 теплых установок. За тех, кто в поле, археологи продолжают раскопки на улице Чернышевского в Якутске. Расскажем, какие необычные находки удалось найти. Живая музыка, пение и интересные художественные решения. На сцене Саха-театра стартовали гастрольные показы Государственного академического бурятского драмтеатра. Глава Якутии Айсан Николаев провел совещание о ходе реализации национальных проектов. В рамках нацпроектов в этом году запланированы работы по строительству и реконструкции 65 объектов. Из них 29 объектов со сроком ввода в текущем году. Участники обсудили вопросы приобретения и доставки стройматериалов, порядка и сроках проведения работ по всем региональным программам. В этом году объем предусмотренных средств на национальные проекты составил рекордную сумму – около 67 миллиардов рублей. Нового начальника управления Министерства юстиции России по Якутии представили Айсену Николаеву. О его назначении сообщил в режиме видеоконференц-связи первый заместитель министра Евгений Заборчук. Алексей Носов рассказал о приоритетных задачах, стоящих перед управлением Министерства юстиции Российской Федерации по республике. Уверен, что взаимодействие между управлением и органами государственной власти республики будет развиваться и останется на нынешнем высоком уровне для достижения наших совместных целей, укрепления законности и обеспечения единого правового пространства, отметил Алексей Носов. Прямое авиасообщение с Москвой возобновили в республике. Так, первый прямой рейс после реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3600 метров сегодня выполнила авиакомпания «Якутия». Кроме того, возобновили прямые ежедневные рейсы Якутск-Москва-Якутск авиакомпании S7. Напомним, реконструкция взлетно-посадочной полосы проходила с 15 мая. Параллельно с этим велись и другие строительно-монтажные работы. Так, на торце расширена зона для разворота воздушных судов более чем в 2 раза. Новый карман рассчитан на прием Боинга 777-300. Установлены очистные сооружения в нескольких точках аэродрома, отремонтирована периметровая патрульная дорога и периметровое ограждение аэродрома. Также авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в Якутск с 14 октября. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю по понедельникам, пятницам и субботам. На маршруте действуют субсидированные тарифы для льготной категории граждан и граждан, проживающих на территории Дальнего Востока без возрастных ограничений. С 30 октября рейсы «Аэрофлота» будут осуществляться ежедневно, кроме воскресенья. С 16 октября повысятся тарифы на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Повышение будет связано с закрытием навигации и осложнением обстановки на реке. Будут действовать осенние тарифы, установленные приказом Госкомцен Якутии в 2016 году. Количество паромов будет сокращаться в зависимости от погодных условий. Как показывает практика, к концу октября на маршруте остаются 4 парома, которые затем переходят на работу с ледоколом. Ориентировочно это произойдет в первых числах ноября. На сегодняшний день обстановка на реке спокойная, работают все суда. Между тем, выросла стоимость проезда на скоростных катерах по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Повышение связано с ухудшением обстановки на реке и падением уровня воды. Стоимость проезда сейчас составляет 600 рублей. Работают 22 катера. Предварительно перевозки на воздушных подушках начнутся после 20-х чисел октября. Сейчас судоводители готовят их к новому сезону. Ремонт и подготовка в последние годы осложнились из-за введенных санкций. Стоимость запчастей и баллонов выросла в разы. Но, несмотря на это, к началу межсезонья на линию должны выйти 20 воздушных подушек и 5 аэроботов «Тайфун». Наступают холода, а это значит, встает острый вопрос для якутян. Теплые остановки. С 2021 года их количество в городе активно растет. Более того, ежегодно вводятся различные нововведения. Подробности в сюжете Марии Кардашевской.
Теплые автобусные остановки в Якутии уже давно не новость. В Якутске установлен уже 61 павильон для ожидания автобусов. Но на этом работа не останавливается. В этом году в столице появятся еще 10 теплых остановок. 3 из них уже подключены к электричеству и введены в эксплуатацию. Остальные 7 будут готовы до конца года. У нас, безусловно, проспект Ленина, кинотеатр Лена, площадь Дружбы рядом с магазином Токко и где торговый центр Московский. Дальше по улице Бабушкина, по улице Челюскина, в Старой Табаге и отдел полиции номер 1. Это у нас рядом с новым физкультурно-оздоровительным комплексом. Дальше 3 остановки. Это у нас университет, в котором мы сейчас находимся, и автодорожный факультет по улице Красильникова и Рихарда Зорги. Павильоны снабжены всем необходимым. Это и пандусы, и розетки, и видеокамеры. Инфракрасные лампы обеспечивают комфортную температуру, а табло будет показывать, когда подойдет нужный автобус. Ну а поскольку в прошлом году почти 20 остановок пострадало от рук вандалов, во избежание вандализма уделено и особое внимание прочности конструкций. На сегодняшний день автобусные остановки уже изнутри, приведены антивандальные мероприятия. Это стены, они с более толстого материала изготовлены и с дополнительным усилением. Это, конечно, повлекло на небольшое удорожание стоимости. Также доступ в сами помещения уже перекрыт более усиленными дверными полотнами. И внутри все движимое имущество, это там мониторы, там компьютеры и тому прочее, оно тоже под защитным антивандальным таким закрытым элементом. На следующий год отобрано еще 38 остановок по заявкам горожан. Однако не все так просто. Для установки очередного павильона необходимо согласовать каждое место с ресурсоснабжающими организациями на техническую возможность установки таких строений. Так или иначе, известно одно: в суровых климатических условиях теплые остановки – это не блажь, а необходимость. А это значит, работа по их установке по всему городу продолжается. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. Ленские спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в Мирнинском районе Якутии. Авария произошла 2 октября у реки Ирилях в результате ДТП. На данный момент на реке Ирилях установлены боновые ограждения. Всего с начала работ спасатели использовали 300 килограммов сорбента. С акватории реки откачано 217 кубометров загрязненной воды и почвы. Специалисты продолжают обработку береговой линии сорбентом. Также спасатели ведут сбор отработанного сорбента и нефтепродуктов и проводят мониторинг с помощью беспилотников. Наступает зимняя пора, а с ней приходит и гололед. Только за прошедшую неделю на территории Якутска было зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия. По данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в результате аварий 2 человека погибли, 32 получили различные травмы, из них 4 несовершеннолетних. Водителям настоятельно рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, на скользких дорогах ехать с безопасной скоростью, не забывая про дистанцию между транспортными средствами, а также не забывать о своевременной смене летней резины на зимнюю. Еще раз хотелось бы напомнить водителям, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, особенности, если они собираются выезжать на дальние расстояния. В первую очередь они должны посмотреть техническое состояние своего транспортного средства, то есть в первую очередь, опять же, должны сменить летнюю резину на зимнюю, и также посмотреть техническое состояние транспортного средства в целом, то есть тормозную систему и не только. Кинопроекторы компании «Экстра Синема» из Якутии получат 18 киноплощадок Донбасса. В числе первых разработанную в Якутии систему кинопоказа уже оценили жители города Кировское. Совместно с коллегами из Донбасса проведен учет, изучено техническое состояние местных кинотеатров. Мы готовы к реализации этого проекта, сказал генеральный директор компании «Экстра Синема» Петр Черяев. В будущем планируют запустить проекторы в 20 тысячах залов и охватить 50 миллионов человек. Кроме того, по поручению главы государства в Якутии построят первый в ДФО многофункциональный кинопавильон. На улице Чернышевского, где раньше располагалась центральная городская баня, в ходе археологических работ, начатых в 2022 году, были обнаружены останки жилого дома. Исследование показало, что находка относится к концу 19-го, началу 20 века. Остальные подробности узнаем в нашем следующем сюжете.
Земля города Якутска хранит в себе множество исторических памятников. По этой причине, прежде чем начинать строительство новых зданий, территорию необходимо проверить, провести археологические раскопки. Так, на данном участке в процессе исследования был обнаружен жилой дом. Помимо этого присутствовали остатки амбара и постройки, ранее горевшие, судя по прогарам, и приспособленные в дальнейшем хозяйственным целям. Как показывает опыт последних лет нашей работы, вообще в центре города Якутска оказывается очень много объектов строительства сохраняются. Конечно, это фундаменты, основания, нижние какие-то горизонты, но тем не менее мы должны в процессе раскопок их зафиксировать, зарисовать, сделать обмерные чертежи, ну и так далее. Все манипуляции необходимо провести. По предварительным данным, найденные сооружения принадлежали купцу, о чем говорят найденные ценные вещи, украшения, именные перстни. Также в имении была мастерская резьбы по бивню мамонта. Местность была полна различными вырезками и неудачными образцами, предположительно сделанных учениками. Близость реки способствовала частой рыбалке, а домино и шашки, вероятно, были любимыми вечерними развлечениями, пока дети играли деревянными игрушками коров и быков. Вот мы видим изделия из дерева, самый доступный материал, да, вот очень интересно. Например, вот такие, видите, игральные фишки. Вот мы собрали большую коллекцию достаточно игральных фишек, когда, видимо, горожане в суровые зимние вечера коротали время за какими-то настольными играми. Сооружение поражает многими вещами, в особенности тщательной планировкой. На территории были найдены 2 больших ледника, где, по предположениям, хозяин хранил мясо не только для пропитания своей семьи, но и на продажу. Также в доме над морозильником были 2 помещения, служившие хозяевам холодильными комнатами. Сначала были поставлены сваи, ну или как мы их называем, стулья, вот видите, такие деревянные, да. Был выкопан большой котлован, сделан полностью сруб этого ледника. Потом вот там видно поперечные балки лежат, и это не просто навалены сверху бревна, это конструкция сделана в виде черепицы, кровельной черепицы. То есть одна идет с пазами, вторая в эту пазами? Да. То есть сегодня нет ни одного, будем так, сверху шханта или костыля забитого сверху, они просто лежат под своим весом, абсолютно чистые, а с внутренней стороны это ровный потолок. И там еще 2 метра в глубину, как минимум. А проблема водоотведения была актуальна во все времена. Удивительной находкой как раз стали ливневые канализации, построенные из карбазных досок. Когда мы обнаружили этот канал, понимания в первый момент, конечно, не было, что это такое, потому что он был сверху закрыт карбасными досками. Когда мы его вскрыли, мы думали, что это просто покрытие полы, а там открылся канал, полый канал. Причем стенки, закреплены распорками, чтобы они не заваливались вовнутрь. Раскопки завершены в соответствии с обговоренным планом, однако не вся работа проделана. Ледники так и остались невскрытыми со всем содержимым. Поскольку раньше на этом месте была мастерская, вполне возможно, что наряду с мясом там хранятся и бивни. А пока нужно написать отчет о проведенной работе, доказать историческую ценность, чтобы получить возможность отсрочить строительство будущей гостиницы на этой территории и довести раскопки до их полноценного конца. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. В рамках проекта «Культура для школьников» с 16 по 22 октября пройдет всероссийская акция посвящения учителям. Для проведения акции школьникам предложат записать совместный с учителем видеоролик с прочтением любимого стихотворения. А учащимся музыкальных школ – видеоролик с совместным исполнением музыкального произведения. Запись будет опубликована в соцсети ВКонтакте с хэштегом «Учитель КДШ». По итогам акции будут отобраны 30 наиболее интересных поэтических и 30 музыкальных работ. Победителей наградят сертификатами и подарками от проекта «Культура для школьников». Тем временем объявлены лауреаты окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир Дальнего Востока». В финал конкурса было допущено 187 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 6 регионов Дальневосточного федерального округа. Среди победителей резидент представительства технопарка «Якутия» в Нерюнгри. Подробности в нашем материале. На территории Нерюнгринского района Якутии сложились все предпосылки для создания полноценного технопарка. Технопарк города Нерюнгри создает для резидентов доступ к инфраструктурным сервисам через услуги сервисного центра и центра трансфера технологий и оказывает резидентам всевозможную поддержку.
В частности, нашего технопарка оказываются консультационные услуги, то есть ведение бизнеса, ведение, соответственно, непосредственного проекта, информирование о различных конкурсах, выставках и мероприятиях, которые проходят именно в рамках инновационной сферы. Основной мерой поддержки является льготная аренда для резидентов. Став резидентом технопарка, Владимир Столяров организовал творческую мастерскую «Неру Резко», продукция которой широко известна не только жителям Нерюнгринского района, но и за его пределами. Среди изделий множество видов оригинальной сувенирной продукции и предметов оформления интерьера. Использование самых передовых технологий и оборудования в производстве стали результатом призовых мест в различных конкурсах. Среди недавних – победа на окружном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир Дальнего Востока» с сувениром «Кусочек Якутии». Мы заняли первое место именно в номинации «Туристический сувенир региона». Вообще получили обратную связь, очень хорошую от экспертов. Был круглый стол, и мы уже очень хорошо стали понимать именно, что должен представлять из себя туристический сувенир. Было указано, что именно вот в нашей номинации мы полностью попали, потому что у нас было хорошее описание, была хорошая упаковка и небольшой, скажем так, размер сувенира, потому что именно турист, как мы сами путешествуем, да, знаем, что вес и размер сувенира тоже имеет значение. Никогда не останавливаться на достигнутом – это главный принцип Владимира Столярова. Впереди участие в общенациональном финале, в рамках которого будут представлены сувениры от авторов и производителей со всей России. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ученые Северо-Восточного федерального университета в ходе экспедиции в Верхоянском районе Якутии обнаружили черепа и кости древних животных – лисицы, волка, бурого медведя и пещерного льва. Местонахождение мамонтовой фауны находится в труднодоступной местности в верховьях реки Адыча. Напомним, в июле ученые вуза работали в Верхоянском районе для изучения местности, где в прошлом году была обнаружена неполная туша древнего бизона. Предполагалось, что там могут быть и другие останки древних животных. Стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Команда первых». Конкурс проводится среди студентов среднего профессионального образования. На протяжении 3 дней участники будут практиковаться по 5 направлениям: коммуникабельность, креативность, работа в команде, эмоциональный интеллект и публичные выступления. Благодаря такому конкурсу студенты могут развить различные навыки. По итогам конкурса организаторы выберут 15 лучших, которые будут представлять республику на федеральном конкурсе. И в конце конкурса они должны будут реализовать доброе дело, которое будет реализовано в городе Якутске для наших горожан. Вот. И в последующем конкурсная комиссия отсмотрит, и ребята будут отобраны на федеральный этап. Федеральный этап, напомню, у нас пройдет с 12 по 16 ноября в городе Нижний Новгород. В историко-краеведческом музее Ленска открылась выставка декоративно-прикладного творчества учителей. Свои работы представили более 30 участниц, в их числе и педагоги Бичинчинской и Талонской школ. Картины, якутские национальные украшения и одежда, тряпичные куклы и мягкие вязаные игрушки, подушки, стеганые покрывала и многое другое. Выставка будет идти целый месяц. Но победителей было выбрать очень сложно. Мы когда пришли и увидели вот эти вот все работы, особенно вот работа бисером, вышивка мелким крестом, да, вот с фотографией сделано. Это настолько сложные работы, потрачено такое большое количество времени на их выполнение. Да, очень было сложно, но мы постарались объективно подойти по сложности, по объему выполненных работ. Очень много творческих учителей. Не только в школе они дают знания, обучают детей, воспитывают их, но они еще и время находят дома прийти и заниматься вот таким вот творчеством. Живая музыка, пение, интересные художественные решения. Так, на сцене Саха-театра стартовали гастрольные показы Государственного академического бурятского драмтеатра. В программе показ 3 спектаклей, 2 из которых основаны на материалах экспедиции по исторически значимым местам бурятского народа. Подробности узнавала Марферина Алексеева.
Гастроли открыли спектаклем Сойжин Джамбаловой «Полет. Бельчирская история». Это воспоминания жителей Старого Бельчира, ушедшего под воду при строительстве Братской ГЭС, легли в основу наполненной символизмом постановки. Цветущий край, оставшийся под толщей вод, затопленная родина, что до сих пор осталось в памяти народа. Такой разлив воды, когда не знали, у речи жили, все это, сход держали, все, такие земли хорошие, все затопило. Но сенокосные угодья, пашни такие, хлебородные, все затопило. Все эти воспоминания, реальные истории собрали артисты спектакля во время экспедиции в Новый Бельчир. Я взял молодых актеров, сели в автобус и поехали в Бельчир. Бельчир – это в Иркутской области, где живут западные буряты. И самое драматичное было, что заставляли перезахоронить своих предков, а буряты не делают этого. Буряты захоронили и все, никогда не тревожат. Спектакль мы начинаем с того, что вот как бы все эти духи оживают, как бы, вначале идет рассказ о том, что в 2006 году, по-моему, было обмеление этого братского водохранилища, и тогда все старые могилы, они как бы вышли из-под воды, и вот тогда они как бы вспомнили, получается. Вода, которой покрыта сцена, словно является отдельным персонажем. Сквозь нее видна вся глубина тихой трагедии. Еще один спектакль также основан на экспедиции. Повествует о реальной истории «Ветер минувших времен». Судьба главного героя – это зеркало страшных потрясений, постигших Россию в первой половине 20-го столетия. Путь сельского учителя, ставшего генералом японской армии и главой большой бурятской диаспоры в эмиграции, а после казненного за измену. Буряты в то время пытались выжить в это непростое время революции, когда они бежали в Монголию, Китай. Я взял с собой актеров, поехал в Китай, вот где живут компактно буряты, и собирал этот материал тоже, где живут родственники, реальные истории. То есть весь спектакль основан на реальных людях, на реальных каких-то событиях. Творческая труппа прилетела в Якутск в составе 55 человек. Это вторая долгожданная встреча с якутским зрителем. Первый раз Бурятский театр приезжал в 2005 году на фестиваль «Желанный берег». Артистов двух театров соединяет крепкая дружба еще с 70-х годов. Многие артисты пересекались во время учебы и на фестивалях. Всегда, когда ты находишься где-то на Западе, ты же ищешь, где же это свои. И очень близко, и очень родственно всегда. Тем более, что именно народ Якутии, он же с верховьев Лены, это очень близко. Вот как раз-таки спектакль, можно сказать, родина спектакля, вот оттуда получается. Для нас как бы якутский народ воспринимается как ближе к иркутскому народу, такой честный, темпераментный. И вот все эти бабушки, которые тоже рассказывали свои истории, они все такие, они честные, темпераментные. Гастроли продлятся до 11 октября. Известные постановки будут идти на бурятском языке с синхронным переводом, который зрители будут слушать через специальные наушники. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. В Москве завершился финал конкурса «Мисс Россия-2023». 22-летняя Любовь Хохолова, представившая Якутию, удостоилась титула «Вторая вице-мисс Россия». Девушка родилась в Алекминском Улусе, но большую часть детства провела в Намцах. Учится в Московском педагогическом университете по специальности «Практическая возрастная психология». На конкурс в этом году поступило более 85 тысяч заявок, из которых члены жюри отобрали 50. Ну а победу на национальном конкурсе красоты одержала 22-летняя представительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Дамы и господа, второй вице-мисс Россия 2023 становится Любовь Хохолова! Республика Саха-Якутия! Мы поздравляем Любовь с титулом второй вице-мисс Россия 2023. Конечно же, лента. Конечно же, букет шикарных цветов для шикарной девушки. И диадема. Второй вице-мисс Россия 2023. Аплодисменты, друзья!
селе Аламтук Омегино-Кангаласского улуса прошли игры отборочных соревнований среди юношей 2009-2010 годов рождения. По итогам соревнований золото завоевала команда Амгинской спортивной школы, серебро у Чурапчинского улуса, третье место заняла команда ДЮСШ номер 2 города Якутска. Четвертое место у сборной ДЮСШ Мирного. Силами организации, ветеранов волейбола из Тылыминского наслега и школы, спонсоров из Мегино-Кангаласского улуса, Федерации волейбола района учреждены специальные призы лучшим юным игрокам. Судейская коллегия отметила и вручила награды Никитину Антону и Стрекаловскому Родиону из Амги, чурапчинцам Беляву Аману и Шишигину Андрею, а также воспитаннику столичной спортивной школы Акиму Осипову. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.